Небесная канцелярия действительно пока лучше исполняет свои обязанности. И сейчас, кстати, самое время, когда она способна прислушаться к просьбам. Целая череда национальных праздников проходит в эти дни по Татарстану. Гуляют чуваши, русские, марийцы, удмурты. И праздники эти так или иначе связаны именно с водой. Потому что под водою подразумевается долгожданный дождь, а дождь – это благополучие, это урожай. Есть в Татарстане такой район, в котором национальная идея особенно сильна. И это отчетливо видно на районном гербе. Это герб Аксубаевского района республики. Видите, такой символический хоровод. 3 серебряных голубя. Это 3 народа. Татары, русские, чуваши. Дружба между ними. А вот это солнце в центре композиции, оно символизирует самобытную Аксубаевскую землю, память жителей о своих традициях. И мы сегодня убедимся в этом. Мы увидим русский и чувашский праздники. И они помогут нам понять, почему на гербе возник этот многонациональный хоровод. Троицу мы открываем. Это деревня Нижняя Баланда Аксубаевского района. Здесь далеко не все жители русской национальности, но сегодня тут русский праздник – Троица. Сотни людей собрались на это зрелище. В деревне столько не наберется. Тут масса гостей отовсюду. Солнце, батюшка, сияет, благодать нам возвещает. Зрелище это действительно стоящее. И ведь это вам не районный сабантуй. Тут все сделано руками буквально горстки людей, единомышленников, любителей русской культуры. А уж какой именно, православной или языческой, тут и не разберешь. Троица – праздник вроде бы православный, но едва ли не каждое действо имеет тысячелетние корни. По большому счету, это встреча лета и, как следствие, просьба, обращенная к небесам. Дождичка бы вот хорошего нам проливного. Вот цель этого праздника – возродить все, не дать умереть и дальше продолжать развивать в детях. Потому что, когда мы первый год проводили Троицу, дети были маленькие. Сейчас эти дети, девушки выросли, приходят с детьми, и уже эти дети выступают. Вы представляете, это уже поколение целое выросло на этих праздниках. Вот, глянь, театр семья есть-то. Вот оно, новое поколение. Ему продолжать эти традиции. Оно уже и не знает, что можно как-то иначе жить и не радоваться жизни. Вот так вот, всею душою. Мы и вас, гости дорогие, просим на березке ленточки желание загадать. Центральный культ праздника – символ русского народа и русской природы. И, наверное, снова языческий. Это береза. Здесь у нее главная роль. Каждый, загадав желание, обратится именно к ней. Через пару минут это уже не просто береза, это дерево желаний. Ленточку повязывали? Ленточку на дерево. Вон на самом макушке я привязал. Ну и как, судя по предыдущим годам-то сбывается желание? А как же? Должно, мы верим в это. Чтоб у деток все было хорошо. Спасибо. Зачем сказали, сейчас не исполнится. Исполнится. Все исполнится, да. А вот дальше целый обряд. Дерево как бы принесут в жертву. Оно, конечно, не исполнит всех желаний, но если сегодня вечером пойдет дождь, значит, все правильно сделали. Главное желание сбылось. А сбудется или нет, это мы в конце сюжета узнаем. В это же время, в нескольких километрах отсюда, дождь вызывают и в чувашских деревнях. В Старом Тимошкино большинство жителей чуваши. И, кстати сказать, чувашей в районе вообще абсолютное большинство. В этом изюминка Аксубаевского района. Хороводы, песни, пляски – это уяв, чувашский праздник всходов. Если плохо споешь, урожая не жди. Плохо станцуешь – оставь надежду на природу, не будет дождя. И ведь как праздники похожи. Только у чувашей, в отличие от русских, особую надежду питают не на дерево, а на кашу. Сначала по всей деревне ходаки, крупу собирают, потом варят эту кашу, едят и на небо смотрят. Говорят, помогает. И обычаям этим сотни, тысячи лет, а ведь помнят. Варили из этой крупы кашу и угощали друг друга. И во время угощения кашей друг друга обливали небольшим количеством воды.
просили у Всевышнего, у Бога, чтобы прислал нам дождь, чтобы урожай был, чтобы народ жилось легче. Давай, 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 давай. Мужикам, нараганы сені витребезам. Келгешинce нараганы сені витребезам, витребезам, витребезам. Витребезам, витребезам. Зузана витребезам. Вот, 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 вот. Тара, тара. Вода для жителей Аксубаевского района вообще нечто особенное. Нет здесь больших полноводных рек, и районные пейзажи, как бы завораживающие они не были, обычно лишены синих до голубых цветов. Но это совсем не значит, что вода тут сродни дефициту. Напротив, такого количества воды еще поискать. Родники – вот богатство района. Родников в районе очень много. На сегодняшний день я знаю, что в нашем районе 87 родников, больше 50 из них благоустроенных. Вода в них очень чистая, люди пользуются ими с удовольствием. Несмотря на то, что у нас нет широководной такой реки огромной, типа Камы или Волги, тем не менее мы не бедные. Вода у нас есть и чистая, и вкусная. Считается, что название района также связано с водой. Ак-Су-Бай, буквально богатой белой водой. Это одна из версий, но она самая изящная и правдоподобная. И как бы ни был богат район этой влагой, но дерево желаний к реке в деревне Нижняя Баланда все же понесут. Потому что урожай – это милость небесной канцелярии. Мы едем, всем подарки раздаем, кому сына, кому дочь, надо с девушками помочь. Вот это дерево, которое завязали ленточки, завязали свои желания, принесли к речке, спели песню обрядовую в круг куста. Потом заносят на мостик и бросают с мостика вот висячего в речку, для того, чтобы эта березка отдала всю свою силушку природе, чтобы все желания исполнились и здоровье было всем людям. Раз – и дело сделано. В 15-й раз эта береза падает с моста в Нижней Баланде. В этом году был юбилейный праздник. Хочется сказать русский национальный праздник. Но в этом районе так все тесно переплелось, что никто тут уже и не знает толком, кто он – русский, татарин, чувашин. Это уже как своего рода экзотика, с одной точки зрения, для некоторых. Но мы вот в этом живем, и для нас это обычное явление. Да, вот километр от нас всего поселение национальности татары там живут. Когда обращаешься к ним уважительно, как дела на татарском языке, они отвечают уважительно на чувашском. Вот такая национальная у нас уважительная взаимосвязь происходит. Знают, говорят по-чувашски? Да, конечно. Всегда можно слышать, тут говорят приятно так на татарском языке, тут на русском, тут на чувашском, мордовский. Все приезжают. Тут нет такого. И герб наш районный соответствует этому. У нас точно так. Троица для русских, уяв для чувашских, сабантуй для татар. Такого понятия нет в районе. По-моему, даже забыли, кто сегодня, кто мы, чуваши, татары. Мы все одна нация, аксубайцы. И поэтому мы нации как-то мы не разделяем. Русские, татары, чуваши. Национальности вроде бы разные, а народ один. И никакой водой их не разольешь в этом богатом белой водой районе. Да, кстати, в этот день он стал еще богаче. Небеса таки разверзлись над иссушенной землей. Дождик зарядил под вечер. Да какой дождик! Вот хочешь верь, хочешь нет. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Аксубаевский район. На сегодня это все. На следующей неделе мы окунемся